Каждый день от коронавируса в стране умирает порядка 400 человек. В группе риска теперь не только пожилые, но и лица от 18 до 50 лет, предупреждают врачи. Несмотря на это, находятся те, кто все еще верит необоснованным слухам, якобы от врачей, о том, что вакцинироваться нет необходимости. Ну, я слышала, что они отговаривают сами врачи от вакцинации. Но сами врачи как раз-таки настаивают на этом. Избежать тяжелых осложнений можно, если вовремя вакцинироваться. Риск заболеть все еще остается, однако без прививки коронавирус может протекать в тяжелой форме. Но еще хуже – это отдаленные последствия этого заболевания, предостерегают медики. В основе коронавирусной инфекции лежит и тромбоваскулярное поражение эндотелий сосудов, поэтому поражаются все органы и системы организма. И страдает, конечно, сердечно-сосудистая система, в первую очередь, дыхательная, опорно-двигательный аппарат и, конечно, центральная нервная система. И во избежание таких осложнений, во избежание тяжелого течения коронавирусной инфекции необходима вакцинация. Борьба с ковидом идет с разных фронтов. С одной стороны врачи, а с другой стороны сознательность граждан. Чтобы замедлить эпидпроцесс, необходимо соблюдать ограничительные меры. Проводили беседы на прошлой неделе. Значит, на момент скопления людей, чтобы предпринимались необходимые моменты, чтобы учитывали обязательно, значит, маски должны быть, значит, должна везде стоять жидкость дезинфицирующая. Пренебрегать этим не стоит даже тем, кто успел переболеть. Поэтому местные власти тоже стараются обезопасить население, ограничивая массовые скопления людей и настоятельно рекомендуя продолжать носить маски и соблюдать правила личной гигиены. Сохранять масочный режим, остерегаться массовых скоплений людей, чтобы люди берегли себя, остерегались на мероприятиях, на похоронах, на свадьбах. В нашем сельском поселении мы проводим такие мероприятия, обобщаем население, чтобы соблюдали масочный режим, чтобы не было скопления людей в мечетях. Также имам проводит разъяснительную беседу прихожанам, чтобы маски одевали и чтобы пользовались антисептиками. Любую пандемию можно остановить только вакцинацией. И когда мы снимем маски, зависит не только от врачей, но и от нас с вами. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белокиев, Новости 24.